Сегодня в новом выпуске про здоровье мы разберем такую тему, как корь-краснуха и почему эти инфекционные заболевания должны быть вакцинированы. Начнем. Корь – это вирусное заболевание с яркими симптомами, такими как высокая температура, кашель и характерная сыпь. Корь может показаться безобидной детской болезнью, однако на самом деле она может привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию, энцефалит и даже летальный исход. Во многих странах мира отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью. Например, в 2024 году в эпидемиологический процесс были вовлечены 183 государства. За истекший период 2025 года в эпидемиологический процесс вовлечены уже 162 государства. Сохраняющееся эпидемиологическое неблагополучие в других государствах создает дополнительные риски завоза коревой инфекции на территорию Российской Федерации. И, к примеру, в 2024 году было импортировано из других стран мира 455 случаев коревой инфекции в Российскую Федерацию. Например, эпидситуация на территории Чеченской Республики в 2025 году за истекший период выявлено и подтверждено уже 44 случая. Из них 77% это заболели дети. И заболели дети преимущественно непривитые, которые были в числе отказников. Отказы бывают различные. По религиозным убеждениям, из-за недоверия вакцинации или просто не представляют, что эта инфекция она опасна для здоровья ребенка. Вот различные отказы, и именно такие дети и преимущественно болеют. Вспышки кори в последние годы стали напоминанием о том, как важно поддерживать высокий уровень вакцинации. В некоторых странах, где уровень прививок снизился, корь возвращается с новой силой, поражая детей и взрослых. Это заболевание не знает границ и может быстро распространяться. Чем опасна коревая инфекция? Сам вирус, он может сохраняться в организме. И через несколько лет может даст о себе знать, например, энцефалитами различными. Поэтому крайне важно проводить профилактику именно в указанные сроки национального календаря, благодаря чему можно защитить ребенка от тяжелых последствий. Простыми словами, здоровый ребенок, например, переболел коревой инфекцией, например, в этом году, да, и через 5 лет или 10 лет, возможно, проснется эта инфекция в форме панэнцефалита, и ребенок превращается в овощ, можно сказать, не функционирует, мозг отказывает, вплоть до летальных исходов. Это очень тяжелые исходы. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии от инфекции, но дает гарантию от профилактики тяжелых осложнений. Поэтому, если привитые даже заболели, у них заболевание протекает в легкой форме. Краснуха – тихий, но опасный враг. С другой стороны, часто проходит незаметно. У многих людей она вызывает лишь легкие симптомы, такие как сыпь и небольшая температура. Однако для беременных женщин краснуха представляет собой серьезную угрозу. Инфекция на ранних сроках беременности может привести к врожденным дефектам у плода, включая сердечно-сосудистые заболевания и нарушение слуха. Корь, краснуха и паротит – это инфекционные заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, и их путь заражения именно у нас идет как воздушно-капельный. То есть, к примеру, возьмем ситуацию, у нас дома болеет ребенок, а женщина беременна до 12 недель, то есть это первый триместр беременности у нас получается. И именно в этот период, так как в первый триместр беременности у нас формируется центральная нервная система, сердечно-сосудистая система у плода, и может быть так, что формирование именно ЦНС и сердечно-сосудистой системы, это может дать патологию в плане, так как будет заражение инфекционным заболеванием. То у ребенка могут быть нарушения со зрением, слухом, сердечные нарушения, вплоть даже до того, что хоть и говорят, что у нас аутизм и РАС – это приобретенное, но все равно оно у нас закладывается в генетике. И даже обычный грипп, которым болеет беременная женщина, оно тоже может все это провоцировать. И желательно, чтобы до беременности за 2-3 месяца женщина прививалась корью, если она планирует беременность. Но если она уже беременная, то желательно, чтобы был контакт
с врачом-инфекционистом, дальше, чтобы не было самого заражения. Как и корь, краснуху можно предотвратить с помощью вакцинации. Вакцинация не только защищает индивидуумов, но и создает коллективный иммунитет, который помогает защитить тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Если вы заболели корью, осложнение у вас будет гораздо чаще, чем 1 на миллион. Мы встречаем это гораздо чаще. Передаются они воздушно-капельным путем. То есть, вот я, допустим, болею корью, да, я дышу, я заражаю воздух, я ушла, этот воздух все еще заражен, этим воздухом дышат другие люди, и особенно корь, там индекс контагиозности очень высокий, то есть индекс заразности очень высокий, там 97-99%, то есть почти нет шансов у невакцинированного ребенка не заболеть корью. Корь передается воздушно-капельным путем, в основном через капли, выделяемые при кашле, чихании или разговоре. Вирус кори очень заразен, и заразиться можно даже при кратковременном контакте с больным человеком или через инфекционные поверхности. Краснуха передается в основном воздушно-капельным путем, то есть при контакте с капельками слюны или мокроты, выделяемыми больным человеком при кашле, чихании или разговоре. Так как это вакциноуправляемые инфекции, очень тяжелые, которые несут довольно-таки тяжелые осложнения в себе, методов лечения нет, только симптоматическая терапия. В этом и проблема. То есть если бы была какая-то терапия, если бы эти инфекции лечились, зачем нам прививаться? Но мы прививаемся, потому что они не лечатся. Первые симптомы кори и краснухи появляются в инкубационном периоде, который составляет от 9 до 17 дней для кори и от 18 до 21 дня для краснухи. Симптомы кори, такие как лихорадка, насморк, кашель, конъюнктивит и характерная сыпь, обычно появляются через 10-14 дней после контакта с вирусом. Сыпь при краснухе обычно появляется на первый или третий день заболевания и распространяется по всему телу, начиная с лица. Очень много разных осложнений. Самые банальные осложнения, это, допустим, самые частые осложнения при коре, это ларингит, стеноз гортани. Вот знаете, вот просыпается ребенок посреди ночи, весь синий, с одышкой, напуганный, с лающим кашлем, и ты смотришь на него, и это очень страшное зрелище для мамы, которая видит это впервые. Да, это вот одно из легких осложнений, причем для кори. Дальше пневмонии, вирусные пневмонии, они протекают очень тяжело. Помните, во времена ковида, как протекали пневмонии? Вот наподобие, примерно такая же картина бывает. То есть постоянно эти дети, многие из них кислород-зависимы. Из-за того, что это вирусная пневмония, она опять-таки не лечится антибиотиками. Проблема в терапии. Если бы она лечилась еще, ладно, но она не лечится, соответственно, маме тяжело, нам тяжело, потому что все, что мы можем делать, это смотреть и наблюдать. То есть мы их кладем, наблюдаем, проводим симптоматическую терапию. Все, но лечить мы ее не можем. Все зависит от организма ребенка. Дальше. Да, допустим, мы заболели корью, без осложнений перенесли ее. Через 5 лет у этого ребенка, который болел корью 5 лет назад, может развиться коревой энцефалит. Это ужасное заболевание, когда здоровый ребенок, который, допустим, ходил в школу, там, развивался, как и все дети, попадает в больницу непонятно с чем, и выходит из этой больницы ребенком, который, допустим, это может быть тяжелое ДЦП. То есть вот такие вот неврологические тяжелые осложнения дает нам коревой энцефалит. Самое, если честно, на мой взгляд, очень подлое осложнение кори – это аннулирование иммунитета. То есть если вы привились от всего другого, или вы заболели, допустим, паротитом, коклюшем, перенесли их нормально относительно, и у вас есть к этим инфекциям иммунитет, вы заболели корью, у вас иммунитет аннулировался. Вы повторно можете заболеть теми же инфекциями. Причем не просто аннулирование иммунитета, также после перенесенной кори, может быть, немножко неграмотно так говорить, но наступает иммуносупрессия. То есть это снижение иммунитета, ребенок очень сильно подвержен любым инфекциям, которые бы он, допустим, если бы не заболел корью, он бы просто не заболел этими инфекциями, но у него очень сильно снижен иммунитет, и он может ими заболеть. У детей корь и краснуха проявляются в первую очередь как острое вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, катаральными явлениями – это насморк, кашель и характерной сыпью. Начало обоих заболеваний часто похоже на ОРВИ с повышением температуры, насморком и кашлем. Корь – это инфекционно-воспалительное заболевание, возбудителем которого, соответственно, является вирус кори.
Краснуха – то же самое инфекционно-воспалительное заболевание, но уже возбудителем которого является вирус краснухи. Их отличает то, что течение может быть разное, то есть вообще по этиологии они разные заболевания. Вирусы разные и течение тоже разное. Передается воздушно-капельным путем при чихании, при дыхании ребенка, при кашле. Особенно вирус кори в течение 2 часов может сохраняться в воздухе со своей функцией жизнедеятельности и заражать других. Может переноситься через потоки воздуха, через систему вентиляции и таким образом заражать остальных людей. Если у ребенка повысилась температура и это вызывает у него дискомфорт, дайте ему жаропонижающие средства, чтобы облегчить его состояние. Важно следить за температурой и при необходимости повторять прием препарата в соответствии с рекомендациями врача. Убедитесь, что человек, заразившийся корью или краснухой, не контактирует с теми, кто не был вакцинирован против этих заболеваний. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции и защитить тех, кто наиболее уязвим. Также обеспечьте больному обильное питье. Вода, травяные чаи или компот помогут поддерживать водный баланс и ускорить процесс выздоровления. Убедитесь, что ребенок получает достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания, особенно если у него наблюдаются симптомы, такие как потливость или потеря аппетита. Само лечение только симптоматическое, то есть именно вирус-направленных препаратов пока не выявлено, не создано. Есть только симптоматическое, то есть мы боремся со симптомами. Но есть профилактика в виде вакцинации. Вакцинация и от кори, и от краснухи проводится в возрасте ребенка 12 лет, и ревакцинация, то есть повторную дозу, получает ребенок уже в возрасте 6 лет. По словам специалистов, в случае диагностики кори или краснухи необходимо незамедлительно сообщить об этом в детский сад или школу, где посещает ребенок. Это необходимо для предотвращения распространения инфекций и проведения профилактических мероприятий среди контактных лиц. Корь, краснуха, эпидпаратит – это, как мы все знаем, это вирусное заболевание, оно передается воздушно-капельным путем. Часто даже возможны тяжелые течения, то есть осложнения от этих заболеваний. Все 3 инфекции являются вирусными, и как такового специфического противовирусного лечения заболеваемости не существует. Поэтому самая лучшая защита – это вакцинация. Вакцинируются дети, то есть в возрасте 12 месяцев, и ревакцинация 6 лет. Также и взрослое население, если неизвестен прививочный анамнез, если ранее взрослый не был вакцинирован, это в возрасте до 35 лет, и девушки 25 лет. Также есть из группы риска, которые вакцинируются, это взрослые до 55 лет, то есть к ним относятся сотрудники медицинских организаций, сотрудники дошкольных, школьных организаций, также сотрудники транспорта, коммунальной сферы и сотрудники государственные служащие, которые находятся на госгранице Российской Федерации. Также хотелось бы отметить случаи, которые регистрируются, это корь, краснуха, эпидпаратит. Случаи, которые регистрируются в школах, садах, допустим, если возник такой случай, корь или краснуха или эпидпаратит, обязательно медицинские работники изолируют, мы даем им предписание, чтобы они выполнили все наши требования, то есть это изоляция на 21 день. Контактных, которые контактировали с больным, нужно вакцинировать. И после инкубационного периода ребенок может пойти в сад или в школу. Сильная боль в глазах также может быть симптомом как кори, так и краснухи, но чаще наблюдается при кори. В случае кори боль в глазах обычно сопровождается светобоязнью, слезоточением и покраснением глаз. При краснухе также возможно проявление конъюнктивита, но он не всегда выражен так ярко, как при кори. Такие заболевания часто лечатся на дому. Больному рекомендуется покой, приглушенное освещение, так как при конъюнктивите яркий свет вызывает сильную боль в глазах. Потому что в первые дни, то есть особенно первые 4-5 дней, начало, то есть начинается с обычных симптомов ОРВИ. Может быть насморк, может быть покашливание, то есть легкий сухой кашель, может быть, потом уже может быть слезотечение, покраснение глаз. Потом со временем эти признаки усиливаются. То есть и температура обычно держится до 40 градусов и сложно, то есть купируется жаропонижающими препаратами.
первую очередь это обратиться к врачу, чтобы врач осмотрел и назначил необходимые рекомендации. Но до этого, до заболевания, желательно, чтобы они прививались, делали прививки, потому что каждый год охват вакцинации все меньше и меньше, и распространенность заболеваний все больше. В том числе очень много осложнений, также аутоиммунных осложнений, особенно ювенильный ревматоидный артрит, то есть это заболевание суставов, которое может прогрессировать, приводить к инвалидизации за счет того, что ограничивается движение в суставах, и из-за этого передвигаться бывает сложно ребенку. Взрослые болеют корью почти так же часто, как и дети. Вирус очень заразный, передается воздушно-капельным путем. При отсутствии специфического иммунитета 95% из 100 находящихся рядом с инфицированным заразятся. Заболевание хоть и считается детским, но у взрослых выявляется все чаще из-за массового отказа от прививок и протекает в тяжелой форме. Женщин детородного возраста в основном вакцинация от краснухи очень важна, потому что если женщина во время беременности заболеет краснухой, то, естественно, ребенок может родиться с врожденной коревой краснухой. Также во время беременности бывает проблема – это выкидыш, гибель плода внутриутробно, и рождаются дети с пороками, которых у женщины не было бы, если она не заболела краснухой. Вакцинация играет критически важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями. Она является наиболее эффективным способом предотвращения инфекций. Иммунизация помогает подготовить организм к защите от вирусов и тяжелых заболеваний. Некоторые прививки помогают иммунной системе понять, как выглядит вирус, чтобы подготовиться к защите от него. Другие прививки напрямую обеспечивают организм антителами, защищающими от самого вируса. В основном болеют дети, они заболевают вакциноуправляемыми заболеваниями, потому что дети практически вакцинацию не получают. Вследствие от своих детей заболевают взрослые от контакта. На данный момент заболевания краснухой, корь, эпидпаратит – это вакциноуправляемые заболевания, которые болеет наше население. Сама по себе краснуха протекает выраженная слабость, вялость, субфеврильная температура, общее недомогание, увеличение лимфоузлов – это затылочных и шейных. Появляется клиника ОРВИ, через несколько дней появляется сыпь. Сыпь начинается обычно в основном с лица, мелкоточная популезная сыпь. В течение 21 дня пациент, который заболел корью и краснухой эпидпаратитом, считается инфекционно заразным. Первые 5 суток от сыпи пациент считается наиболее заразным. В нашем регионе созданы все необходимые условия для бесплатной иммунизации в медицинских учреждениях. Чтобы получить вакцинацию, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Взрослым следует записаться на прием к терапевту, а детям к педиатру. После проведения обследования специалист оценит состояние здоровья и при необходимости направит в прививочный кабинет. Существует календарь прививок – это важный инструмент, который помогает организовать процесс вакцинации. Он содержит рекомендации по срокам и видам прививок, которые необходимо делать в разные возрастные периоды. Календарь прививок – это график, созданный в зависимости от того, то есть учитывая возраст ребенка, состояние иммунитета ребенка и от подверженности ребенка к инфекционным заболеваниям. То есть в зависимости от этого созданы вакцины, которые проводятся, то есть прививки проводятся соответственно возрасту, то есть к периодичности, чтобы антитела возникали к данным инфекционным заболеваниям. По словам специалиста, вакцинация не дает стопроцентной гарантии, но она значительно снижает риск заражения и развития серьезных осложнений от инфекционных заболеваний. Прививки помогают организму выработать иммунный ответ, который защищает от болезней, таких как корь, краснуха, грипп и многие другие инфекционные заболевания. Если вы привиты, вы проконтактировали, допустим, с 1, с 2, с 3 детьми, хорошо, вы не заболеете. Если вы привиты, в школе у вас болеет, допустим, в классе 5 человек, вы с ними в постоянном контакте находитесь, вакцинированный иммунитет не справляется с таким количеством вирусной нагрузки. Соответственно, да, этот ребенок может заболеть, но у него не будет тех осложнений, которые бывают у невакцинированных детей. У него не будет той, допустим, при коре, какая ужасная лихорадка бывает, которая очень тяжело купируется жаропонижающими средствами. Такого состояния у вакцинированного ребенка, даже если он заболел, не будет.
Корь и краснуха – это не просто медицинские термины, это реальные угрозы, которые могут повлиять на жизни людей. Знание о симптомах, последствиях и, что самое главное, о способах профилактики этих заболеваний – это наша общая ответственность. Важно помнить, что вакцинация – это не только способ защитить себя, но и забота о здоровье окружающих. Прививки помогают создать коллективный иммунитет, который защищает тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!